Муса, маш вогл сюда коль Дерес хил. всем зрителям маш доволь благодарим, что нас смотрите, что интересуетесь политикой. Как говорится, если вы не будете интересоваться политикой, она не перестанет интересоваться вами. Примерно как-то так говорилось. Я не буду представлять Мусу Темишева. Муса Темишев людям, по крайней мере, нашей республики, интересующимся политикой, уже известный человек. Поэтому сразу, наверное, перейду к вопросам, если ты не против, Муса. Давай, давай. Валяй, валяй, как говорится. Да. Мой первый вопрос такой. Давай представим, что мы деоккупировали нашу страну. Какой вид государства нам больше всего подходит, чеченцам? И считаешь ли ты, что государство у нас должно быть секулярным? Если вдруг Аллах Всевышний нам позволит создавать государство, дважды Он нам позволял, дважды мы обошлись неразумно, мягко говоря. Но если третий раз представится такая возможность, нам надо построить, установить прямое народное правление, государство прямого народного правления, то есть парламентскую систему. Вот, она у нас была до имама Шамиля, вот, столетие, вот, столетиями была у нас это прямое народное правление у нас было. Вот, его надо возобновить. Ни в коем случае у нас не должно быть ни президентов, ни султанов, ни эмиров, ни халифов. Это ушедшие поезда. У нас должна быть, как и у любого другого народа, мы не оригинальны. Любой народ, французы, англичане, там, тунгусы, любой народ, который не хочет, чтобы им управляли как быдлом, должен установить у себя прямое народное правление. То есть В демократия. котором демократия, да, этого слова не надо бояться. Сейчас нормальные слова, там, демократия, там, совесть, все опошлено этими негодяями. Демократия, вот чеченцы жили в демократии, в условиях нашей национальной демократии 1000 лет жили. Вот, и в будущем, да, будем жить до скончания века, до судного дня. Вот. Демократия, во-первых, вытекает даже из самого ислама. В исламе тоже заложена демократия. Муса, Вот. Но дело в том, что ислам, как и любая другая религия, должна быть строго-строго отсечена буквально от государства. Потому что если любая религия, особенно ислам, как доказывает история, хоть опосредованно как-то сопричастно, я уже не говорю там о соучастии, сопричастно даже с государством, эта религия превращается не в религию Аллаха, а в религию черта. Муса, Вот. И Муса, коротко, там противоречия, очень сильные противоречия, споры, дебаты, которые последние месяцы у нас идут так. с нашими, скажем так, тоже оппозиционерами, стремящимися к деоккупации Чеченской Республики, но стремящимися к шариату, шариатской республике у нас в стране. Как раз-таки идет спор о том, что является ли ислам религией, несящей в себе демократию. Потому что в исламе нету инструмента переизбрания власти. Как раз-таки Нету, да. То есть выбирается так называемый лучший, выдвигается. Да, понятно. И он уже по наследству, да. Вот. Или же какая-то группа по наследству выбирает каждый раз между собой там, и эту власть не тиранизирует. Может быть, я просто, наверное, немного неправильно выразился. Я бы так сказал. Понятие демократии, то есть тогда, такое нечто, что заставляет государство
прислушиваться к мнению народа. Оно, в принципе, есть в любой религии. Понимаешь? Не, можно, как говорится, усечь. Но роль религии не в построении государства, а в исправлении человека. Сделать из примата человека, чтобы он не был скотиной. Вот в чем роль религии. Когда-то, в незапамятные времена, когда цивилизация была на другом уровне, политика вершилась в рамках религии, потому что иначе не могло быть. Сейчас времена другие, вот последние 100 лет особенно, 100-200 лет даже, с появлением философии, гуманистической там и так далее, сейчас уже религия никак не может играть роль в государственном строительстве. Повторюсь, как только религия вторгается, вернее, как только религия начинает пытаться стать государством, вот этот народ обречен на большие-большие трудности. А в наше время такой народ обречен на изоляцию и исчезновение как вид он исчезнет. Поэтому религия сейчас должна быть, повторяюсь, для души, для морали, для совершенствования морали. Вот, для того, чтобы смириться со смертью. Вот. Религия, мысль о Боге, она примиряет человека со смертью. Понимаешь? Поэтому вот мораль, чисто моральные функции у религии. А если кто-то хочет шариатское государство, оно у нас давно построено давно. Кадыров построил самое, что ни на есть, шариатское государство. Пожалуйста. Пусть едут домой и живут там. Там 1500 мечетей построено, еще 30 тысяч построят они обязательно. Все непременно. Потому что в Чечне все проблемы решены. Понимаешь? Все социальные проблемы решены, кроме мечетей. Да. Поэтому на каждое село по 6-10 мечетей сейчас. И еще столько же надо будет построить там обязательно. И тогда заживем. И тогда заживем на просторе, и все флаги в гости будут к нам, как говорится. Да. Вот такой мой ответ. Хороший ответ, хороший. Я перейду к следующему вопросу. Что думаешь о мнениях, гласящих, что Ичкерия не сможет жить без России, не потянет экономически? Экономически потянет любой народ, а чеченцы особенно. Вот. У нас есть все возможности, чтобы не умереть с голоду. А во имя свободы, во имя свободы мы должны, если вдруг придется, голодать, страдать, умирать, потому что без свободы мы, сами видите, вот, как мы жили при советах, при царе Горохе, когда мы были покорены. И вот сейчас как мы живем. Веришь ли ты в ближайший развал России и в то, что другие Кавказские республики потребуют после этого свою независимость? Стоит ли чеченцам хоть как-то пытаться этому содействовать? То есть именно тому, чтобы... Я понял. Я начну с конца. Я бы, если бы ко мне прислушались, призвал бы чеченский народ выживать, не дергаться пока, выживать. Любыми путями выжить. Мы уже достаточно пролили крови. Это во-первых. Во-вторых, в скорый развал я не верю. Скорый развал. Путина и Кадырова скоро сменят. А скорее их обоих убьют, скорее всего. Замочат в сортире и в несортирных пространствах. Их замочат обязательно. Но режим останется еще какое-то время, к сожалению. Это я так думаю. Дай Бог не ошибиться. Дай Аллах, чтобы этот режим и в России, и в Чечне рухнул прямо вот завтра после нашего интервью. Но он, увы, как мне кажется, продлится долго, потому что Россия, очень выгодно
геостратегическим игрокам с обеих сторон. И Китаю, и Объединенному Западу. Вот. Выгодно. Почему? Это долгий вопрос. Вот. Поэтому ни Запад, объединенный во главе с Америкой, ни Китай не дадут России быстро развалиться. Ни в коем случае не дадут. Путина уберут, Кадырова уберут, но режим постараются оставить. К сожалению, к нашему. А чеченцам надо в этой обстановке просто выживать. Если мы затеем какую-то военную бучу, нас просто перебьют, переколошматят и все. Украинцев, современное оружие туда не в достаточной степени, правда, но все-таки массово, сотнями танков, там нет, так самолеты у них какое-то количество есть там, разные РСЗУ, МРСЗУ, все есть там. И украинцы не могут совладать с агрессорами, понимаешь? Потому что русские никогда не считались с человеком как таковым. С жизнями человека. Да, да. Их не даже гениальный, в кавычках, Суворов, у него тактика какая была? Пуля дура, штык молодец. То есть штыковую гнать людей на убой там, допустим, на 1000 турков, нагонять 10 тысяч русских. Вот. Так что русских пушечного мяса много. И еще я бы посоветовал чеченцам, молодежи, любыми путями или уезжать с территории России, или садиться в тюрьму. Обязательно надо сесть в тюрьму, если ты не можешь уехать. Надо садиться в тюрьму, если нет другого выхода, не поехать в Украину. Потому что в Украине ты будешь на 99% убит. Причем смерть это будет позорная. Смерть в Украине против украинской свободы, это я не знаю, но позорнее быть не может. Ты даже не за народ российский, который нас убивал еще вчера, выступаешь, а за конкретные интересы Путина, проституток Абрамовича, собачек Шувалова, за Кабаеву, за их интересы умираешь. Им от не дует. Позорнее быть не может. Лучше погибнуть. Дома погибнуть. Вот. Ни в коем случае не ходить. А если ты пошел туда, то не воевать. Сейчас не хочу предлагать свои версии. Ну, не ходить туда, одним словом. Да. Это не джихад, не михад, это великий позор, несмываемый. Согласен. Вот такие дела. Следующий вопрос. Что ты думаешь о Низаме 2002 и почему, по твоему мнению, Закаев поддерживает этот договор, заключенный группой военных в лесу? Мы зациклились. Конституция, монституция, там, преемственность власти, легитимный, нелегитимный. Мы сделали из этого инструменты для демагогов. Сделали. Вот многие народы живут без Конституции. Конституцию Бог куду. Конституция – это выражение общественной воли. Муса, вот то, что народ... У этих народностей есть аналог конституциям. У них есть всегда аналог, у них есть какой-то порядок, право собрания. Я тебе сейчас говорю, сейчас слушай дальше. То есть Конституция – это выражение общественной воли. Это то, что народ хочет, это и есть Конституция. Вот Англия, традиционный, все знают пример. Англия, Израиль, отчасти Швеция живут без всякой Конституции. Там просто прецедентное право существует. Поэтому у чеченцев давно есть Конституция. Мы за эту Конституцию 400 лет воюем, сражаемся, и мы знаем нашу Конституцию, знаем даже не закрепляя эту Конституцию графически на брошюре, даже не закрепляя, это ЦАДу. Шологу, я один из составителей этой Конституции. Я участвовал в разработке этой Конституции. Мы народу заявили демократическую Конституцию. Вот там никакой религии не было, никакого шариата не было. Народная демократическая республика провозглашалась.
И менять эту конституцию 92 года может только или совсем идиот круглый, дремучий идиот, непролазный дремучий, вот, или откровенный враг чеченского народа. Каким, скажи, образом может полевой командир, который, может быть, даже не слышал, что такое Конституция, менять Конституцию? Конституцию народ меняет на референдуме там, и так далее, на обсуждениях предварительных. Вот, а собрались там где-то там, может быть, они хорошие, смелые, патриотичные, полевые командиры. Но это не их дело, это не их дело менять Конституцию. Воюй, пока не прогонишь врага. А там, когда мы будем свободны, мы изменим Конституцию, если надо. Народ должен, а не полевые командиры. Цундейла, всех, кто говорит о 2002 году, там 99-го года, вот, мои друзья Басаев, Гилаев, да, Газов Обл, Дельцер, они буквально во главе с моим кузеном Удуговым, самым главным врагом чеченского народа, вот, под их давлением Масхадов вынужден был подписать акт о введении в республике шариатского правления. Вот эти поправки. Все поправки, которые были после 92 года, это являются гибельными для чеченского народа. И конституции любого другого измененного в измененном виде вот, пользуются демагоги типа Закаева. Закаев, Алир. Вот. Занимайся, Ахмад, пропагандой. У него хорошо пропаганда получается. У него подвешенный язык, он как артист, у них профессионально это. Способность заучивать тексты, говорить красивые слова. Вот он ведет хорошо, он, супруги Курочкины, они ведут хорошую пропаганду. Веди пропаганду. Аддит Конституция, аддит. Легитимный вас, легитимный. Вот тебе, Закаев, тебе и Идигу надо отвечать на народном суде, когда мы вернемся, если мы вернемся в свободное государство. Потому что Масхадов, законно избранный президент, обвинил этих двух политиков во всех грехах. Я-то не знаю, я свечку не держал, как говорится. Но Масхадов сознанием дела обвинил этих двух политиков в тягчайших преступлениях. В тягчайших, за которые они должны отвечать перед судом. Если они очистятся, да. А Гельца, что они мельтешат на политическом плаву здесь, за бугром даже, меня это удивляет. Я цахетер, особенно Закаев. И Дигон, Санхена, там, у него какой-то электорат был, его кто-то выбирал, вот, когда он был депутатом. А этого же никто не выбирал. Закаева никто не выбирал, это был артист. Я, например, до 95-го года не знал, что в природе существует Закаев. Бакалавр он не знал. Говорят, он актером был там, каким. Я, правда, наши эти спектакли не смотрел. Я единственное, Боже Айл много раз смотрел, великий спектакль наш. А больше я ничего не смотрел. А в Боже Али его не было, по-моему. И я не знал, что до 91-го года, что он есть на свете. Биологически, что существует. И как только я увидел его впервые, показно, явно с этим, косил он под это. Черный бандан. Да, черный, с арабскими там этими, вязью там. Явно играл он, актер был. Темло Малацер, это актер был. Вот. И его никто не выбирал, и не выберет тем более. А он вместо того, чтобы заниматься делом, вот, занимается болтовней буквально. Муса, но все-таки ты вначале сказал, мы слишком зацикливаемся на вот этом, на Конституции, все такое, есть государства, где нет Конституции, есть прецедентное право. Но ты сам потом в продолжении своей речи сказал, что наша Конституция, она действительно очень хорошая, именно 92 года, и изменения в нее были неправильно, Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это и говорит наша партия, и нас именно обвиняют в том, что мы на ненужных вещах концентрируемся. Мы говорим, это именно тот документ, на который мы все сейчас можем вернуться,
который дает равные права всему народу, именно очень, так сказать, по-чеченски написанная конституция, то есть для чеченцев подходящая конституция, и что всем нам надо на нее вернуться, потому что разные религиозные течения, если какой-то Да, религиозный да. власти, оно поставит свое видение, как должно быть государство, там другие какие-то течения, если придут к власти. Нет, именно народ, народовластие и, короче, демократия. И инструмент народу, чтобы вы переизбирать свою власть. Идут о Бога. То есть в этом плане ты сначала начал так, я думал, ты, наверное, против того, чтобы вообще о Конституции говорили. Ну, в итоге ты сказал то же самое, что говорит Демократическая партия. И если вы это говорите, я персонально жму руку каждого члена ЧДП. В каждом Значит, чате, вы на правильном пути. Верной дорогой идете, товарищи. в каждом чате, телеграм-чате нашем, кстати, приглашаю всех, кто там еще не участвует, участвовать в нашем телеграм-чате, который проходит по вторникам, четвергам и субботам в 21:00 по европейскому, по Берлину. Также тебя приглашаю участвовать в наших чатах. Там. То есть эта тема у нас постоянно нами мусолится и нас обвиняют в том, что мы там ненужные вещи сейчас достаем, ненужные И какие-то. не обращайте внимания, вы на правильном пути, если вы так говорите. Вы очень на правильном пути. Тот, кто против вас, это, я повторяю, отъявленный негодяй или дурак. Дремучий, непролазный дурак. Не-не-не, вы правы. Если вы так говорите, если вы стоите на Конституции 92 года, вы правы. Любой чат, Очень. документ, о язне, даже устав партии, даже и Вот, в все, каждом нашем чате повторяться, я жду. Дай Бог вам успехов. Да, алдукбах большой везде. Аминь. Дуку дики. Этот вопрос насчет низама Конституции мы обсудили, в принципе, и Да, тут никаких других мнений быть не может. ты согласен, что это единственное, на чем сейчас все ногти могут обидеть? Да, вы молодцы, исключительно молодцы, если вы действительно так э, думаете. Ну, это мы материально И за это, доказать тоже можем. У нас есть записи. да, алдукбах большой. Ахдюцбах, да. Эфир это один из эфиров, где мы только об этом говорим. Да? Да. Следующий вопрос. Допускаешь ли или веришь ли ты в то, что чеченцы специально были радикализованы посредством религии, чтобы нас рассорить, а также чтобы поставить нас в контры с цивилизованным миром, чтобы мы не пытались искать помощи там, и чтобы Запад не видел в нас потенциальных соратников цивилизованного мира? Вот совершенно очень точно поставленный вопрос. Нас не могли силой сломить. Вот поэтому они с 92 года включительно, не без помощи Джохара, запустили в республику вот этих бородачей из арабских стран. Вот, и начали радикализацию нашей молодежи. Разве Вот, все после это... Первой войны? А? Не после Первой войны. Нет, ну, начало это Удугов с Умаровым Исой, брат по матери. Они вдвоем начали в 92 году. И я Жахара предупреждал, что начинается нечто непонятное, что нам не нужно пока. И Малилды, и Арбо, Аряхуза, Вервен. Вот. Аряха, Арбо, от них добра нам не ждать. Вот. Ну, Жахарыч, дикту Муса, дикту никаких шагов не предпринял. С тех пор. А вообще явно, тотально на нас обрушили вот этот вот бред силы кобылы после Первой войны. Мы из Первой войны вышли в глазах мирового сообщества рыцарями свободы. Вот. А как только в республике начались эти так называемые ваххабистские там штучки, вот, тут Запад от нас отвернулся. Вот, поэтому нас они взорвали с помощью религии.
А тот, кто не верит в это или не знает это, я советую посмотреть в YouTube. Есть ролик с лекцией знаменитого русского фашиста, философа Дугина, Александр Дугин. Он там студентам МГУ, будущим пропагандистам, вот, рассказывает, вот, как спецслужбы российские разделили чеченцев на религиозные секты, как они обрушили на чеченцев секты там, и так далее. И если бы не это, то мы не смогли бы выиграть у чеченцев больше. В Ютубе есть, пусть посмотрят. Да, я видел. Поэтому... видел, да? Да. Есть Вот. еще книга Пачека, румынский КГБ полковник, по-моему, который перешел на Запад, Америку сбежал. Им написана книга есть, я название не помню, но ее, если прогугли, найти можно. Они есть даже... О самой книге, об этом человеке есть тоже документальный фильм. Пачека, по-моему, его зовут. И вот он как раз-таки, он в своей книге описал очень детально, как еще Советский Союз, по-моему, в Хрущеве запустил эту программу и как бы зародил этот радикальный ислам на Ближнем Востоке для войны и для противоборствования США. То есть это их... это их ребенок, так сказать. Именно вот этот радикальный политислам. Да. Ислам, я же сказал в начале нашей беседы, что как только ислам начинает пытаться играть роль государства, вот сразу он превращается в веру шайтана натурального. Вот поэтому КГБ внедряло в те времена не радикальный ислам. Тут он ошибается, дико ошибается. Он тогда внедрял секты, разбивал. В Коране, например, сказано: «О вы, которые уверовали, не разделяйтесь в вере». То есть нам плевать было на Коран, на Аллаха. Вот Коран призывает: не разделяйтесь в вере, а мы разделились на секты. Разделили на секты, и вот таким образом нами легче было управлять. Вот. Только через религию, потому что силой заставить нас, силой, убийствами, голодом они не могли никак. Чеченцы выдерживали. А вот внедрившись в душу, в ум, в подсознание чеченца, его легко было тогда покорить, подчинить и так далее. Вот. А радикальный ислам, он стал внедряться с помощью моих кузенов Удугова и Умарова Айсы после войны, после Первой войны. Вот весь период с 97 по 99 это был путь интенсивного внедрения в Чечню радикального ислама, вот как раз. Радикального ислама. И с помощью... Пачека здесь иду, тот, который лезет в политику, и который забирает всю власть у народа, и как тиран, короче, приходит к власти. Я не об этом, но если он говорит, что в Советском Союзе внедряли радикально, он не прав. Как программа на Ближнем Востоке эти ячейки зарождались. Тебе надо книгу. То есть это была программа Советского Союза, они на Ближнем Востоке эти всякие и джамааты закладывали, да, ячейки туда, чтобы бороться через них с американцами. То есть это их порождение, он писал. Тогда правильно. Еще тут, знаешь, в чем еще опасность? Мало того, что вот нашим внешним видом безобразным, эти вот выкрики на улице «Аллах Акбар», это вся эта чертопляска, она не связана ни с Аллахом, ни с исламом. Дома у себя надо кричать, в мечетях надо кричать. Тем более не на Западе здесь пугать западных обывателей. Вот, это все делается специально, особенно над чеченцами особенно, чтобы вот в будущей контрибуции России Украине
Вот. Война, конечно, продлится какое-то время, еще год, два, пять. Дай бог, чтобы она кончилась быстро, но, к сожалению, ее продлении заинтересованы геостратегические игроки. Но все равно конец будет, и вот когда конец настанет, и когда будет, грянет необходимость выплачивать Украине компенсацию, вот туда будут втянуты и чеченцы, как часть России, как фанатичная часть России, которая боролась против украинцев в свое время, кадыровской, там эти отряды там, и так далее. То есть не нам будут платить, а мы будем платить вместе с Россией, с Дагестаном, с Осетией, там, со всем Кавказом, с татарами, с якутами, чтобы спаять нас всех вот этой вот необходимостью пахать теперь на восстановление Украины. Вот. Для этого форсированно поддерживать в чеченцах это радикализм. Это очень страшно. Да и И с вся этой риторика, стороны. вот эти нарративы, вот этих как бы оппозиционного русских, которые сейчас якобы против Путина, да, и предлагают себя Западу как альтернативное новое правительство, которое хочет прийти в Россию к власти, все эти люди очень четко почему-то, очень четко, как один поддерживают нарратив, что Кадыров чуть ли не сам начал эту войну, и чуть ли не он ведущий, как бы, этот затеватель или проблема, короче, Украины. Вот специально весь акцент на него, хотя мы все понимаем, что пехота Да, 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 ничего да. не решает в этой войне. Правильно, правильно ты говоришь. Новые так называемые русские, вернее, хорошие русские, Да. которые здесь за бугром окопались, они все имперцы, все абсолютно имперцы. Вот. И, в общем, ну, всему миру понятно, что Кадыров он никто. Нет, кадыровских войск нету в Вот. природе. Ну, Есть российские войска. Вот, вся 20-тысячная банда, я не знаю, там говорят 20 тысяч, там там, 15 тысяч, 30 тысяч, неважно, да. количество неважно. Но все, что есть, вся вот эта военизированная личность, это есть составная часть Росгвардии. Нет кадыровских ничего. Да, Там чеченцы ни при чем. Весь чеченский народ против войны в Украине. Весь 100%. чеченский народ солидарен с украинцами. У нас с украинцами давние связи, давние симпатии. Их народный кобзарь, народный поэт Шевченко, Тарас Григорьевич Шевченко, всегда поддерживал чеченцев в борьбе против русских. Вот. У нас к полякам и к украинцам у всех чеченцев очень хорошие отношения. Ты сам должен знать это. Да. Поэтому это близко нет. Но вот эти вот Юлия Латынина, Каспаров, Маспаров, вся эта шушера, они Ходорковский. специально это делают. Ходорковский Ходорковский особенно. со своим каналом. Ходорковский, да, да, особенно Ходорковский, особенно. А ему плевать на Россию, у него свои экономические интересы у Ходорковского. Если Латынина, Каспаров, вот вся эта шушера, это обслуга, то Ходорковский, там, миллиардерная элита, вот, она беспокоится о своих миллиардах, о сохранении своих миллиардов. А сохранить они свои миллиарды могут только тогда, когда Россия нынешняя проиграет, но будет единой. Если Россия распадется на независимое государство, то у них теряется вот эта вот манна небесная, колодец, из которого они черпают свои миллиарды. Вот это тоже должны чеченцы понимать, что скоро на нас даже, мы даже застанем это время. А тем более наши дети, внуки, правнуки будут тянуть эту лямку, будут выплачивать Украине. Какой у тебя совет в данном случае? Как избежать этого? Ну как, в наших силах нет ничего. Надо просто призывать нашу молодежь не идти в Украину. Ни в коем случае, я повторяю, в тюрьму сядь, погибни, дома лучше погибни.
тебя дома похоронят. А там тебя сожгут просто. Там современная американская техника, она буквально сжигает даже танки. Вот. Не идти только. У нас других ресурсов нет. Теперь я хотел бы вот, посоветовать вам вот в своих чатах, там, ну, во-первых, делайте видеочаты, потому что люди сейчас голос редко слушают. Видеоряд имеет влияние непосредственно на людей. Сейчас люди привыкли к телевизору, к компьютерам, видео. Во-первых, ЧДП делайте видео всегда. Видеоинтервью, видео там, разные жанры, в видеоформате. И в этих жанрах по поводу и без повода призывайте чеченских миллионеров, есть несколько миллиардеров даже у нас, некоторых из них я лично знаю. Призывайте их, чтобы они, хотя бы они под своей эгидой создали в Европе независимый информационный центр. Я об этом уже 35 лет говорю. Я и Жахару говорил об этом, но Жахар плевал на это дело. Вот, информационный центр надо создать, потому что это главное оружие. Вот. Ну и Жахар не создал, и Эндербию вообще это не надо было. А последующим тем более это не надо было. Но хотя бы, если вдруг есть кто-то патриотично настроенный, миллионеры, там для этого много ума не надо. Хотя бы ну, небольшую студию купить, там офис такой среднего пошиба, необходимое оборудование, и чтобы мы вещали минимум на 4-5 языках, потому что русский язык, он вымирающий язык. Он нахрен никому не сдался. Абсолютно. Вот. На чеченском языке нас никто не слушает, не слышит и не услышит никогда. Вот. Поэтому на 4 хотя бы языках. Русский, английский, французский, арабский обязательно и турецкий обязательно. Вот на 5 языках, чтобы могли вещать. Информационный центр создать Дейш, Али, вот всегда обращайтесь. Но для этого надо минимум 5-6 человек журналистов, там, там, франкоговорящих, англоговорящих, русскоговорящих. А это нетрудно найти. Там 1000-1500 заплатить и будут пахать на профессиональной основе. Вот. На 5 языках вещать. Информационный центр нам надо, как кислород. Нам сейчас не оружие надо, не автоматы, а информационный центр нам нужен, понимаешь? Вот к этому призывайте. Вот евреи, почему выжили, евреи? Их же тоже похлеще, чем нас давили, убивали, то там этот плен, то, вавилонский плен, египетский плен, потом 2 разрушения этих, потом по миру пустили их. Ну, и половину вырезали, половину по миру пустили. Но они выжили, потому что однажды, вот, в конце 18 века, вот, среди еврейских богачей нашелся Ротшильд, патриотично настроенный миллиардер тогда. И он совместно с патриотически настроенным журналистом Теодором Герцлем создали информационный центр еврейский. И вот с тех пор евреи стали в информационном мире господствовать, да, и защищать свои права. Создали съезд, до сих пор эффективно существует Международный сионистский конгресс, там, и так далее, а потом и к богатству пришли с помощью информации. Вот. Если у нас, ну, такого, как Ротшильд, у нас не найдется, конечно, и Теодора Герцля, тем более, у нас нету, но если есть хоть какой-нибудь жиденький миллионер, который просаживает, я знаю миллионеров лично, которые просаживают в казино за один присест по 40, по 50 тысяч евро. Вот. Он с творческими там, у нас много молодых журналистов, талантливых. Вместе с ними создайте для их же блага, их же давят, их бизнес давит. Скоро их бизнес вообще превратится в цифры. Скоро деньги исчезнут. Вот, и тогда они сядут на задницы свои.
Вот, вот к этому призывайте почаще. Потому что без информации у нас нет других рычагов, к сожалению. Да. Следующий вопрос. Так. Твои прогнозы. Что с нами, с чеченцами, будет в ближайшие 10-15 лет? Что, как ты видишь? Я никогда не любил обманывать в политических прогнозах. Дай бог мне ошибиться, но я не вижу ничего хорошего в будущем, в ближайшем будущем. Потому что у нас, я уже тебе говорил об этом, писал, минимум 2 поколения оскотинены буквально, обаранены. Минимум 2 поколения. Еще нахчик халкана пайден батюш. Абсолютно. Для чеченцев они могут там в Африке колодцы рыть, то есть помогать аферистам, аферюгам чеченским, зарабатывать деньги. Могут там призывать Аль-Аксу идти в Иерусалим, ну и противопоставляя чеченцев всему земному шару. Вот. Но на полезные действия эти 2 поколения уже не способны, к сожалению. Ну, цанюки нормальные, бисан хайрбу, но в подавляющем большинстве они испорчены уже. Вот. И в будущем, ну, вот вы, если если вы призываете там к демократии, кстати говоря, я на вас суд подам, на ЧДП. Вот. Потому что вы воруете мои мысли, вы плагиатом занимаетесь. Ну, ты знаешь, в какой стране у тебя есть шансы выиграть этот суд? Шансы. У Кадырова? В демократической стране. Демократическая. Ну, В правовой хорошо, стране у тебя есть я шанс. тогда буду. В той стране, где, Все. которую мы хотим, чтобы у нас была, вот там ты можешь подать на суд, возможно, даже мы какие-то твои мысли транслируем дальше, выдаем их за свои, но это будет уже суд решать. Все, тогда я с вами. Тогда, вернее, не с вами, но за вас. Все. В принципе, у меня вопросы закончились. У тебя от себя что-нибудь добавить, сказать, пожелание, критика, обращение всему миру, чеченцам? Да, мир нас все равно не услышит, как бы мы ни орали, потому что кричать на русском языке никто не услышит. К миру надо обращаться на английском, французском, арабском, турецком языках. Поэтому мир мы оставим в покое. А к чеченцам я хотел бы обратиться. Нохчи, будьте спокойны, не бузите, выживайте, шеймахуллу, выживайте, останьтесь в живых, не ходите в Украину, не слушайте эти идиотские проповеди лже-имамов, лже-муфтиев, лже-богословов. Не забывайте, что вы нохчи. Аллах нас создал племенами, чтобы мы познавали друг друга. Нас Аллах создал не арабами, не англичанами, не турками, а чеченцами. И всю жизнь мы гордились, что мы именно чеченцы. Арабу хилым магар, турку хилым магар. Вайцарил дикорду. Онхалца, хайклца, деналца, вайцарил дикорду. Нохчи хилиш, прежде всего. Нохчи хил, собури хил, хайкли хил. И тогда мы выйдем из этих жерновов в будущем с наименьшими потерями. Вот. Больше этого нет. Отлично сказано. Никаких пожеланий. Отлично сказано. Я думаю, для нашего первого, надеюсь, не последнего разговора, на сегодня мы достаточно поговорили. Да. Муса Андерес хуль. Вайн Масана Хульдерес. Да, Мокши Мерши Лилуэль, Швайшавик Нохчи. Амин. Все будет, да, мула. Демократия, все будет, свободная Ичкерия, и вступайте в Чеченскую демократическую партию. Масе Адик Юэль, Бюсте Алюэль. Адик Далю.